Говоря об импорте товаров, ну, основной, конечно, является то, что налог уплачивается налоговым органом. И как это определено в пункте 1 статьи 2, налог уплачивается собственником товаров. Я, в общем-то, могу согласиться вот с какими-то там, с критикой, которая говорит, что не очень хорошо прописан, в общем-то, в соглашении понятие самого собственника, да, товара. Но и если процитировать это дословно, то собственником товаров признается лицо, которое обладает правом собственности на товар или которым переход права собственности на товар предусматривается договором, контрактом. Но чтобы уйти немножко от такого сухого определение, мы с вами должны понимать, что собственник — это тот, в общем-то, действительно, кто приобретает эти товары непосредственно, кто будет принимать их у себя к учету, кто будет в дальнейшем использовать эти товары в своей производственной или торговой деятельности. Почему содержится подобная ссылка? Опять-таки, чтобы не возникало, я думаю, что уже, в общем-то, этот вопрос достаточно урегулирован, но на всякий случай, если кто-то вновь будет организовывать свои торговые отношения с Беларусью и Казахстаном. По российскому законодательству при ввозе товаров с территории государств-членов Таможенного союза налог, если, например, мы приобретаем товары через комиссионера, поверенного или агента, налог всегда уплачивается комитентом-принципалом. Почему об этом сказано в протоколе? Потому что законодательство и Республики Беларусь, и Республики Казахстан как раз в точности до наоборот возлагает обязанность по уплате налогов на тех посредников, которые в данном случае работают от имени покупателя товаров. Значит, в Российской Федерации такая практика не работает, хотя если мы с вами знаем, то при ввозе товаров из стран дальнего зарубежья возможно уплата налога прежде всего, конечно, таможенными брокерами, да, которые действуют по поручению налогоплательщиков, приобретающих ввозимый товар. И также возможно уплата налога таможенным органам, если товар приобретается по поручению покупателя комиссионером, да, комиссионером, поверенным агентом. Это обычная практика для таможни, для ввоза товара с территории стран дальнего зарубежья. Здесь вопросов не возникает. Но поэтому вот я на этом остановилась, чтобы при торговле с Беларусью и Казахстаном мы, конечно, об этом помнили.